Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Под председательством исполняющего обязанности премьер-министра Валерия Бганба прошло заседание Республиканского штаба по обеспечению энергетической безопасности. Сотрудники службы государственной безопасности отмечают свой профессиональный праздник. Аслана Джинджолия вновь нуждается в помощи. Ей необходимо провести новые операции, стоимость которых составляет 3 миллиона 720 тысяч рублей. Ситуация с электроэнергией в стране остается сложной. Под председательством исполняющего обязанности премьер-министра Валерия Бганба прошло заседание Республиканского штаба по обеспечению энергетической безопасности и борьбе с незаконным присоединением к электрическим сетям, находящимся в ведении Черноморэнерго. Уровень воды в Джварском водохранилище достиг критической отметки. Приток на сегодняшний день составляет всего 40 кубометров в секунду. Потребление электроэнергии составляет порядка 3 сантиметра в час. Как отметил гендиректор Черноморэнерго Тимур Джинджолия, есть большая вероятность, что часть республики может остаться без напряжения. Данная ситуация приводит к повышению спроса на переток и удорожанию самого перетока. Как сообщил исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта Джансух Нанба, в результате проведенных специальных мероприятий был выявлен объем электроэнергии, потребляемой майнерами, порядка 40 мегаватт, что в сутки составляет порядка 1 миллиона киловатт-часов и обходится от 4 до 5 миллионов рублей. В завершении заседания Валерий Бганба поручил усилить работу по выявлению майнинг-ферм в Абхазии в целях сокращения потребления электроэнергии в стране. В противном случае придется ввести режим ЧС в энергосистеме Абхазии. Если мы хотим обеспечить население светом и не очень сильно увеличивать веру, нам надо сделать все возможное. И надо начинать сегодня. По вопросам финансирования и так далее мы это уже будем обсуждать и с исполняющим обязанности президента, будем думать. Но если у нас не будет результата за эту неделю, какого-то действенного результата, я думаю, что и члены штаба со мной согласятся. Я буду предлагать исполняющему обязанности президента и парламенту вводить ЧС энергетики. А вы знаете, эти последствия уже совершенно другие последствия, уже совершенно другая работа, но не хотелось бы до этого доводить. Расширенный репортаж заседания Республиканского штаба по обеспечению энергетической безопасности и борьбе с незаконным присоединением к электрическим сетям смотрите сразу после выпуска новостей. По состоянию на 2 декабря в республиканский бюджет поступило 5 миллиардов 744 миллиона рублей налоговых платежей, сообщил ИО министра по налогам и сборам Михаил Габелия на встрече с Валерием Бганба. Исполняющий обязанности премьер-министр поручил усилить меры по административному контролю за деятельностью субъектов экономики с целью аккумулирования денежных средств, взысканию недоимок по налоговым платежам в республиканский бюджет. Сотрудники службы государственной безопасности отмечают свой профессиональный праздник – 32 года со дня основания. СГБ Абхазии была создана 4 декабря 1992 года. На торжественном заседании по этому поводу присутствовали сотрудники органов госбезопасности, ветераны, офицеры, полковники. Репортаж Лауры Капш. В декабре 1992 года, в те самые дни, когда в Абхазии происходили кровопролитные события, когда над Родиной сгустились тучи, постановлением Верховного Совета была создана служба государственной безопасности. Ежегодно в день основания СГБ сотрудники органов госбезопасности возлагают цветы к мемориалу в парке Славы, чтобы отдать дань памяти тем, кто сложил свои головы за свободу Апсны. 32 года на сегодняшний день исполнилось коллективу, который все эти годы находится на страже обеспечения безопасности нашего народа, нашего государства. Коллектив за эти годы формировался, формируется. Сегодня отрадно видеть большое количество молодежи, пополняют наши ряды с образованием соответствующим. Прежде всего, это преемственность поколений. Мы с большой благодарностью относимся к нашим ветеранам, тем, кто стояли у истоков образования в условиях, когда
шли ожесточенные боевые действия, органы разведки, органы контрразведки, военной контрразведки, следственные органы службы госбезопасности проявили себя на самом серьезном направлениях, самым серьезным образом, что внесло неощутимый вклад в нашу победу, в нашу независимость. И таким образом сегодня мы имеем возможность пополнять наши ряды, обеспечивать безопасность нашего государства. После церемонии возложения сотрудники службы государственной безопасности собрались на торжественном заседании. Сегодня мы отмечаем важное событие в истории нашей страны. 32-ю годовщину со дня образования Службы государственной безопасности Абхазии отметил председатель СГБ Дмитрий Кучуберия. На протяжении более 3 десятилетий Служба государственной безопасности выполняет одну из самых ответственных и сложных задач в обеспечении национальной безопасности республики. Нам доверено защищать государственные интересы. Мы живем в эпоху стремительных перемен и новых вызовов, где безопасность становится не только национальным, но и международным приоритетом. В этой связи мы должны идти в ногу со временем, внедрять новые технологии, повышать профессиональные навыки и расширять международное сотрудничество для обеспечения мира и стабильности в нашей стране. Приветственный адрес от руководства ФСБ России зачитал официальный представитель ФСБ России в Республике Абхазия Александр Соболь. Сотрудников органов государственной безопасности неизменно отличает преданность Родине, высокий профессионализм, самоотдача и умение выполнять поставленные задачи в самых сложных условиях. Уверен, что отношения конструктивного сотрудничества между ФСБ России и СГБ Абхазии будут и впредь развиваться в интересах наших дружественных стран. С поздравительной речью на торжественном собрании перед гостями и сотрудниками органов госбезопасности выступил также ветеран СГБ Абхазии Нукзар Самсония. Отрадно смотреть вот так вот на такую молодежь, которая сегодня находится и защищает свою родину от внешнего врага в первую очередь. И все, что делается, мы своевременно и достоверно докладываем руководству страны. Это так было, так есть и так и должно быть. Я вам хочу пожелать здоровья, благополучия, семейного счастья, вместе с тем, чтобы у вас всегда было во главе угла то, что необходимо чекисту. Это честность, порядочность и достоверность. В завершении мероприятия ряд сотрудников СГБ были удостоены очередных воинских званий, а также награждены грамотами и медалями за безупречную службу. Лаура Капш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Министр здравоохранения Эдуард Будба принимает участие во Всероссийском конгрессе «Санаторно-курортная отрасль. Наука. Итоги», который проходит в Москве. Конгресс проходит в рамках международного научно-практического форума «Российская неделя здравоохранения-2024», который является крупнейшей площадкой в России в области медицины и охраны здоровья. Он охватывает практически всю отрасль, в том числе производство оборудования, науку и практическую медицину. В работе принимают участие представители из 16 стран. В Сухумском государственном колледже состоялась встреча ИО министра просвещения Налагаблия с учащимися, представляющими республику на нескольких значимых мероприятиях в России. Среди них съезд «Юные инспекторы движения», фестиваль культуры «Смена» и телевизионная олимпиада «Умницы и умники». И Налагаблий отметил вклад школьников в развитие позитивного имиджа Абхазии и пожелал им дальнейших успехов в учебе. Юный инспектор движения захицу инспектор купшца рейд лабра юн махалу ходсанта дар ибзина шхафер пшит цепха акт пешков яйргет акт петып хазаргет сантагио бус фехало хоз дарад сейвургет уйгяхтер бзиоп и рехдзха активно хазар пшиз отряд шакухета и зефир федесна халат. У нас по первой репетиции, я помню, когда Юрий Павлович подходил ко всем областям, он говорил то, что вот на Абхазию у меня большая надежда, смотрите, покажите себя. И потом, когда я вот уже уходил из телецентра, я уходил самый последний, ну как-то так получилось. В первый день. Это вот репетиционный день, который был.
Я ухожу, потом уходит он ко мне лично поворачивается и говорит: ну ты смотри, я повторю, у меня на вас большая надежда, покажи себя. В этом году в республике зафиксирована высокая смертность среди домашней птицы. Всему виной заболевание Ньюкасла, распространенное среди пернатых. О причинах его возникновения и о том, как защитить домашнюю птицу, в репортаже Гугуцы Вардания. Лихорадка, отказ от корма, судороги, скручивание шеи, поддергивание головы, одышка, нарушение координации. Если вы заметили эти симптомы у домашней птицы, то, скорее всего, ваших пернатых поразила болезнь Ньюкасла. Она известна также под названиями вертячка, псевдочума или азиатская чума. По словам специалистов Государственной ветеринарной службы Абхазии, заболевание распространено во всем мире. В этом году по всей республике зафиксирована высокая смертность от Ньюкасла среди домашней птицы. Больше всего пернатых погибло в Гудаутском и Очимчирском районах. Это болезнь. Не сказать, что там катастрофа или что-то, но она можно ее контролировать, только нужно соблюдать мероприятия, которые необходимы. Первое из этого – это вакцинация птиц. Начиная с 2-месячного возраста делаются прививки, и тогда птица будет защищена от этой болезни. И у нас большинство людей не хотят делать. Некоторые говорят: мы не знали. Вот. Но это одна из рекомендаций. Вторая рекомендация, что выгульное содержание птицы. И очень тяжело болезнь сдерживать, если птица находится на открытом воздухе. Распространение болезни идет очень быстро, и свободный выгул, он подразумевает заражение невакцинированной птицы. Пример приведу просто, чтобы было более понятно, что вот если в птичнике будет находиться больные птицы, будет работать вентилятор, вирус распространяется на 1,5 километра в длину. А если будет ветер, 3-5 километров вот будет идти заражение птиц. Если заболела одна птица, то поражение других неизбежно, и практически во всех случаях пернатые погибают. Однако даже после гибели кур болезнь Ньюкасла опасна и продолжает распространяться. Поэтому существует ряд рекомендаций, чтобы локализовать очаг. И у нас, когда происходит у хозяев, у владельцев гибель птицы, мало кто из них закапывают, сжигают, а бросают за ограду. Тем самым они происходит распространение, дальнейшее распространение этой болезни. Вот. И огромная просьба к всему населению, которое содержит птицу, чтобы вот так не делали, надо птицу или минимально это закопать, максимально это сжечь. Тогда не будет такого явного, быстрого распространения по всей территории нашей республики. Еще не зафиксированы случаи распространения болезни Ньюкасла от домашней птицы к людям. Но если не соблюдать обычные правила гигиены, после контакта с зараженной птицей у человека могут возникнуть небольшие проблемы, так как вирус попадает на слизистую и в организм. Глаза не тереть, мыться, помыть руки, продезинфицировать. По словам специалистов, болезнь Ньюкасла была распространена в Абхазии и раньше, но в последнее время пернатых в республике стали разводить в больших количествах, не вакцинируя. Это и стало главной причиной высокой смертности среди домашней птицы в этом году. Единственным выходом из этой ситуации является вакцинация. Я думаю, что большая часть населения знает, что в каждом районе у нас есть ветеринарные службы. Есть ветеринарные станции, специалисты, к которым надо обращаться. И они или сами, или население бывает само проводит вакцинацию, там, вот, покупая препарат и делают вакцинацию, прививки. А так во всех районах есть у нас станции, надо обращаться туда, чтобы разъяснили. Если что-то не само, они специалисты придут и сделают вакцинацию. Приобрести вакцину для домашней птицы можно в ветеринарных аптеках республики. Гугуца Вардания, Инал Гвинджия, Абхазское телевидение. Маленькая Слана Джинджоля вновь нуждается в помощи. Несовершенный остеогенез. Диагноз, который каждый раз ставит под угрозу ее хрупкую жизнь. В течение 13 лет КБФ Ашана помогает девочке в борьбе со сложным заболеванием. Сейчас Аслане необходимо провести новые операции, стоимость которых составляет 3 720 000 рублей. Ульяна Рожкова расскажет подробнее.
Представьте себе жизнь, в которой каждое движение – боль. Такова реальность Асланы Джинджолия, которая борется с злостным диагнозом несовершенный остеогенез. Аслана буквально выросла на глазах жителей нашей страны. В течение долгих лет девочки проводили хирургические операции по установке телескопических, растущих вместе с костью стержней. Такие операции позволяли исправлять деформации, снижать тяжесть переломов, что в результате приводило к увеличению двигательной активности и самостоятельности Асланы. В 2017 году девочки прооперировали оба бедра, что позволило ей самостоятельно ходить. Но, к сожалению, с возрастом деформация бедер стала прогрессировать. Эти стержни, они имеют свой ресурс определенный. И на данном этапе, очередном, можно сказать, ребенок уже перерос эти стержни. Поэтому необходимо оперативное лечение очередное. Удалить старые стержни и установить новые, уже с другим размером, чтобы ребенок мог расти, развиваться с новыми аппаратами, можно так сказать. Сложная эта операция? Операция, конечно, сложная. Надо будет удалить, во-первых, старые стержни, установить новые. Но доктора, куда мы отправляем ребенка, занимаются данной проблемой давно, поэтому, я думаю, справятся с этим. Аслане необходима последовательная замена конструкций на новые, большего размера. Девочку уже ждут в Москве, в хирургическом центре, где ей проведут операции на оба бедра. Сумма операции 3 миллиона 720 тысяч рублей. Неподъемная для семьи Джинджолия. Каждый вклад, каждая переведенная сумма приблизит Аслану к выздоровлению. Она у меня в школу ходит долгое время, когда она играется, допустим, с подружками, с друзьями, она общается, она очень активная. То есть не сидится на месте ей. И начинает она жаловаться, что у нее усталость, допустим, там боль в ногах. И она уже большее время старается отдыхать. И помимо уроков, там она еще много чего. Она, честно говоря, она не сидит в одном месте. На протяжении 13 лет фонд Ашана ведет Аслану. Если не фонд Ашана, даже неизвестно, что было бы с Асланой. Фонд Ашана призывает всех неравнодушных граждан проявить сострадание и поддержать Аслану. Помочь можно привычным образом, отправив СМС со словом «добро» или перевести средства по реквизитам фонда. Ульяна Рожкова, Камила Джопова, Абхазское телевидение. Благотворительную акцию «Стань Дедом Морозом» традиционно организуют перед Новым годом благотворительные фонды Ашана и Кераз. В этом году на страницах фонда Ашана в социальных сетях публикуются новогодние желания его подопечных, и каждый неравнодушный может отправить подарок выбранному ребенку или вручить его лично. Прием подарков осуществляется до 20 декабря. И в завершении выпуска традиционно о погоде. По сообщению гидрометцентра, в четверг, 5 декабря, на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью +1 – 6, днем +8 – 13. Температура морской воды +15. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.